Здравствуйте, дорогие друзья! У нас в гостях сегодня великолепная Надежда Уткина, народная артистка Удмуртии, певица, автор и очень-очень красивая женщина. Меня зовут Лазунина Ольга. У нас очень интересная с Надеждой история знакомства. Мы познакомились в автобусе. Надя ехала с концертом в Эстонию, я ехала к родителям, и мы рядышком сидели. Вот с тех пор дружим уже целых 4 года. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с Мариной? Мы с Мариной познакомились в Женеве. Если вот у нас с тобой, Оля, точка сборки — это рейсовый автобус между Питером и Таллином, да? А с Мариной у нас это Женева, такой центр, международный перекресток. И в принципе, да, меня туда забросила судьба, поскольку у меня муж швейцарец. Вот, и я там пытаюсь как-то жить, творить обязательно, выступать по мере возможности, но самое главное творить. Конечно, я сочиняю очень много. Ну и концерты, и там есть такая хорошая площадка, это хор, любительский хор «Споем вместе», вот в котором я, собственно говоря, и встретила Марину. Да, и Надежда — это наш вдохновитель, аранжировщик наших песен. Вот, а для меня хор — это было место отдушины, потому что я работала врачом в русском постпредстве при ООН. И хор в этой напряженной жизни был для меня целительным началом. Поэтому Наде большая благодарность. Да, и музыке, о которой сегодня и речь у нас пойдет. Может быть, Надя, ты споешь нам сразу же что-нибудь? Ну, как скажет как раз с песни и начнем. Да, начнем с песни, потому что музыка у нас экспромт сегодня, да, у нас сегодня гитара боевая. Так в этом и интерес. Осенний ветер пахнет горечью, что было летом, то обман. Мне про любовь июльской полночью поведал старенький баян. Он до рассвета знал, нашептывал все о загадочной о ней. И было грустно листьям шелковым, и было мне еще грустней. И было грустно листьям шелковым, и было мне еще грустней. А ночь лукава и таинственна свою мелодию вела. Я не была твоей единственной, баян уверил, что была. И как бы я теперь не мучилась, как не кляла твои слова, но зазвучит над миром музыка, и только музыка права. Но зазвучит над миром музыка, и только музыка права. И как бы я теперь не мучилась, как не кляла твои слова, но зазвучит над миром музыка, и только музыка права. И не страшны ни дни туманные, ни одиночество, ни грусть. И если песней я обманута, то пусть я снова обманусь. И если песней я обманута, то пусть я снова обманусь. Спасибо большое, очень красиво. Мы сегодня хотим поговорить об эмоциях, как музыка влияет на эмоциональное состояние. И об этом немножко побеседовать. У меня, знаешь, какой вопрос будет к тебе? Когда автор испытывает такие чувства, как грусть, какие песни он хочет исполнять, либо писать? Вот этот настрой, да, грустный, он способствует написанию именно грустных песен?
Или ты можешь переключаться и, да, уйти от своего состояния грустного и написать что-то веселенькое, например. Но мне кажется, нужно идти на поводу у своей эмоции, потому что все-таки русская мелодия – это минор основная. И иностранцам это очень трудно понять. Ну почему у вас все песни такие грустные? Это вот склад русского характера, ну моего удмуртского в том числе, российского я имею в виду, и постсоветского пространства. Мы любим минорные песни. Он нам родной минор. Это наша такая среда, это ванна, в которой рождаются эти дети, мелодии наши. Это прекрасная атмосфера. И я иду по минору. То есть если мне грустно, я пою минор. Но минор может быть быстрый в темпе или медленный. Я очень хорошо помню ситуацию, когда мне было очень грустно. Это было в Женеве, я очень скучала по родине, по России, по Удмуртии. И долго было еще до следующей поездки моей. Это сейчас я уже достаточно часто езжу. И тогда что я сделала? Я не сочинила, но пошла на репетицию с баянистом, с нашим, с русским, который живет в Женеве. И я пела от всей души русскую народную песню «Виновата ли я?». И это было, знаете, это был минор, но вот не такой протяжный, как «Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Ай, виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему?» И вот и дальше, и дальше. И я смотрю, у меня баянист фигеет от меня, что такое с Надей случилось. А вот у меня просто в этой песне, которая минорная, темповая, про любовь, не про мою любовь. Вот это совсем не обязательно петь в каждой песне про свою любовь, про свою грусть. Иначе, ну, во-первых, тайны какой-то не будет своей, да, если ты будешь досконально описывать в тексте или в мелодии можно зашифроваться, но в тексте ты будешь, когда прямым текстом говорить, какие ты чувства испытываешь, это не всегда правильно. Поэтому я, например, как автор и исполнитель беру готовые тексты, даже Цветаеву могу замахнуться, или на Ахматову, ну и современных поэтесс очень много я исследовала творчество и использовала творчество. Светланы Мекшин, у меня много песен, Светланы Кузнецовой, Светланы Васильевой. То есть у меня много песен, которые, это вот как вот, знаете, как картинки или карты, которые ты берешь, и ты уже в свой минор, через свой минор, свою грусть ты кладешь на стихи, которые в тебе отзываются. И я, вот к вопросу о грусти, да, я беру тексты, изредка я беру свои, изредка. Если это, например, грусть о маме или грусть о сыне, я могу взять свою грусть и воплотить ее в стихи. Но поскольку у меня, как-то я перфекционист, да, который, мне трудно петь неудобные тексты, ломанные ритмы, хотя ритмы я уже научилась двигать. А это что значит? Можешь немножко здесь вот поподробнее, Да. Неудобный текст, это что для тебя? Ну, я филолог по первому образованию, да, я закончила, да, факультет романо-германской филологии в Удмуртском государственном университете. Круто. И я изучала поэтику как науку, то есть когда в авторской песне, в мастерской авторской песни училась, у нас был Сергей Каплан, замечательный поэт, нам разложили все, показали все виды рифм, все виды стихосложения, и нам сказали, вот вы сейчас должны написать свое стихотворение под Есенина, в стиле Есенина, в стиле Цветаевой, в стиле Ахматовой, в стиле Маяковского. Мне это так понравилось, я свое написала, и я поняла, как это должно звучать, насколько ритмически правильно должно быть там. Та-та-та-та-та-та-та, та-та-та-та-та-та, тоже можно, но все равно должно быть в рамках. Поэтому и рифмы должны быть красивые. Ну, а для песни очень важно, чтобы еще в конце были гласные буквы. И когда я работаю со своими поэтами-песенниками, они уже знают, что это не мое требование, это вообще, в принципе, такое требование поэтов-песенников, в конце должно быть гласно. Если песня я обманута, то пусть я снова обману. Там есть еще согласные, нам не избежать, чтобы не быть однобокой рифме. Так что вот
так, с мелодиями я работаю вот так. Спасибо большое. Ты заговорила про маму, я вспомнила историю из нашей с тобой жизни. В 4 утра мне приходит сообщение: Оля, я написала песню о маме. Моей маме сегодня исполнился бы 81 год. Я так это запомнила, я эту песню слушала бесконечное какое-то количество раз. Она настолько душевная, настолько вот... но вот это утреннее время еще, да, и что ты это сделала, и что ты поделилась со мной, это так было важно для меня. Можешь сейчас эту песню мне исполнить, стало прям пожалуйста? хочется Интересно, узнать, да? я не помню эту Хорошо. песню. И я просто скажу, что вот именно тот ночной эксперимент, не эксперимент, а просто всплеск эмоций, который я записала в песню, здесь и слова, и музыка моя. И потом я отправила сестре, мы же единокровные дочери, она мне сказала, что она зарыдала тут же, а потом она дала своей подруге по работе, коллеге. Та с первого слова зарыдала, но я поняла, вот когда люди плачут от моих песен, тогда, значит, я попала на правильную эмоцию. То есть я сама ее пережила и смогла в других людях. Они же не по моей маме плачут, они каждый по своей. Одна мне говорит, что я про свекровку эту песню слушаю, другая про своего мужа, который умер у нее, третья там еще про ребенка, который там... Ну, в общем, эту можно песню крутить, вертеть, как мы хотим. А скажи, пожалуйста, это вот в какой вообще момент возникло вот это, как это вообще произошло? Вот ты пришла к этой песне, это ночью было, как это я обычно вообще? пишу, да. Ночью, да? Да, я обычно ночное пишу время. вечером, да. Это самые удачные мелодии, это после 11 точно, ближе к полуночи, время Че у меня это полночь. И у меня сохранился черновик, у меня там всего 2-3 слова помарано. То есть, видимо, какой-то канал открывается. Прям сразу часов. вот. Ты знала прямо, что это про маму легло. песня? Конечно. Нет, потому что день рождения у мамы Да. был. День рождения, конечно. ты про нее Да, думала. Да. И Я вдруг думала, пошли стихи, да? То есть открывается И начиналось, да, потому что, можно ведь сказать, мама, а у меня было так: смотришь на меня с высоты. То есть такой не банальный получился потом заход, потому что ты... Потом слово «мама» пришло потом, а то как бы как диалог пошел. Мне кажется, что у меня просто было вдохновение, озарение, и я писала прям, будто мне вели рукой. Это не я одна говорю так, многие люди, авторы пишут так, что их ведут просто. И тексты пишут, и мелодию. А тут у меня и текст, и мелодия, ну, конечно, это было провидение Божие. Просто я считаю, что это меня Господь вел. Это прям очень Играй, сильно. пожалуйста. А вы не слышали, да, Мария? Я не слышала. Примерно. Слушаем. Смотришь на меня с высоты, мама, ангел мой ты. Только иногда, изредка, из далекого далека два родных крыла ангела обнимают нежно меня. Ты моя молитва вечерняя, ты моя надежда дочерняя, тихая беседа сердечная и любовь моя бесконечная. Мама, ты моя молитва вечерняя, ты моя надежда дочерняя, тихая беседа сердечная и любовь моя бесконечная. Помню с детства я образ твой, голос такой родной. Мама, ангел мой, будь со мной и в тиши моей ночной, хоть ненадолго прилетай и крылами обнимай. Ведь ты моя молитва вечерняя, ты моя надежда дочерняя, тихая беседа сердечная и любовь моя бесконечная. Мама, ты моя молитва вечерняя, ты моя надежда дочерняя, тихая беседа сердечная
и любовь моя бесконечная. Мама, ты моя любовь бесконечная, ты моя любовь бесконечная. Ой, просто песня удивительная. За душу берет, знаете, вообще. Спасибо, да, и вот удивительная судьба в этой песне, в принципе, те, кто ее принял, они все приняли ее на свою историю, как я сказала, это история с тем человеком, который сейчас смотрит на тебя с высоты. А некоторые даже про живую маму могут так петь, потому что если они Да. молятся, если Да. они ее любят, вот у тебя мама, слава Богу, жива, и тебе зашла, говорится эта песня, да? Вот это такой феномен мелодии и песни, в том числе авторской песни. Но она действительно обращена как будто лично. Понимаешь, то есть ты так поешь, еще мне кажется, это мастерство исполнения, вот как ты делаешь так, что кажется, знаешь, как в картинах, что картина смотрит на тебя, куда бы ты ни Джоконда пошла, там, да, да. да, вот. А у тебя тоже песня, мне казалось, что это про мою маму, да, вот как ты это делаешь, добиваешься? Это интересное сравнение, вот, потому что Джоконда кажется, что смотрит Да, на тебя, куда да. бы ты ни встал. Да. Вот я это возьму к тебе, кстати, сегодня. Я подумала, что песня как картина, которая героиня, которая смотрит на тебя очень. А для этого, в принципе, нас учили, я знаю некоторые секреты, да, и это, в принципе, при исполнении это важно иметь глаза собеседника или камеру, с которой мы работаем, и за которой сидят либо операторы, либо уже в будущем наши зрители будущие. И вот эти крупные планы, если их нет в наличии, то они внутри должны быть тебя, что ты крупно видишь это, ты крупно это переживаешь, и ты крупно это подаешь. И в принципе для сцены, в том числе для эстрадных исполнителей, очень важно гиперболизировать, увеличивать, преувеличивать свои движения, акценты, мимику, жесты. А для авторской песни это все не важно. И меня учили, будучи уже эстрадной певицей и придя в мастерскую авторской песни, меня учили все это снимать, сглаживать, перестать мять лицо, перестать дергаться, делать лишние движения, и это очень трудно. И может быть поэтому от того, что я возвращена и эстрадой, и авторской песней, вот достигается вот такой результат, который я сейчас имею. И в принципе это, наверное, моя дорога. Если кто-то интуитивно к этому пришел, то слава Богу. А я получила школу, мастерскую авторской песни, и я закончила ГИТИС, факультет эстрады, я актриса. И у меня еще и филологическое образование, то есть у меня такая хорошая смесь, гремучая смесь, которая мне, в принципе, наверняка, ну и плюс моя вера еще помогает, я так думаю. А когда вообще пришла к тому, чтобы, когда ты определилась уже со своим путем, к тому, что ты будешь актрисой, будешь певицей? Ты же пишешь очень давно песни. Ты со школы же, да, пишешь песни? Кто отгадает, в каком классе я написала первую песню? В 10-м, я думаю. Да, молодец. Да? В 10-м, да, Ура. в 10-м. И это была песня не в миноре, потому что тогда еще грусти не было, любви несчастной. Ну, самая первая была в 8 классе, я ее как-то... Прошла. Она, знаете, куда ушла моя первая любовь? У меня было посажено дерево в деревне, и я фольгой обернула веточку тоненькую, и я, уходя каждое утро в школу, целовала эту веточку в фольге, и будто бы целовала своего любимого, который был не в моей деревне, а вообще в другой деревне. И то есть как бы вот моя вот сублимация здесь произошла, да, в этом действии. А в 10 классе я впервые написала прям песню, причем и текст, и музыку. Это же надо было понять, что я это могу сделать. И это был экзамен по английскому языку. И я написала песню перед экзаменом, это 10 класс, потому что я очень полюбила английский язык в 10 классе. Я была талантлива, как говорят, во всех сферах. Я участвовала в олимпиадах по математике, по русскому, по истории и по английскому, и по ботанике я заняла первое место в районе. То есть вот у меня было 5 предметов, которые я хорошо знала. Ну, написала первую песню я не про ботанику, а ботаника у меня была в листочке, которую я целовала, а вот песню я написала. Причем вот песня была I want to love you,
это песня сейчас прям спою. Я хочу тебя любить, я хочу тебя любить, я хочу тебя любить, но не могу, называется. Please help me, my friends, помогите мне, мои друзья. Солнце, sun, sky, небо, and spring и весна. В общем, короче, я уже тогда молилась, значит, всем этим самым богам, чтобы я полюбила. Это был набор, в принципе, набор слов, которые я знала на английском, набор аккордов, которые я знала с 8 класса, и я посмела. Я сейчас даже не боюсь опять. This world exists for us. Come to me, my love. I dream about you every day. Please help me, my friends, sun, spring, sky and wind. If you are not, who'll do that? I want to love you. I want to love you. I want to love you, but I cannot. Такая была мажорная песня. Ну, причем хочу полюбить тебя, да. Ну, наверное, я уже знала, что такое любовь. Все-таки в 8 классе у меня была первая любовь. И ну, вот через 2 года она на английском языке вдруг выразилась, да. Я потом написала еще одну песню на английском языке. Это была песня про Мату Хари, про известную танцовщицу, которая, по легенде, говорят, была шпионкой. И я написала, вот кто мне чего вел, я написала песню, последнюю песню Маты Хари перед ее смертью, то есть на расстреле. Там песня поется о том, что стреляйте в меня, стреляйте, я ни о чем не жалею. Ну, как-то я одно время увлекалась шпионской литературой. А сколько тебе лет тогда было? Когда это уже в зрелом возрасте, да. В школе была единственная вот эта первая песня, а потом, когда нормальную, вот перерыв, смотрите, школа это была 10 класс, мне было 17-16 лет, и нормально потом первую песню я написала в 25 лет. Да, то есть между 17 и 25. 8 лет. 8 лет. Вот у меня этот цикл, говорят, 7 лет это цикл, у меня пошел, чтобы потом и все. И как я начала в 25, и вот я уже... Уже ты для себя выбрала. Да, вот я уже 30 лет этот пишу. Путь. И я не останавливаюсь. У меня были перерывы, когда годами, когда не пишется, вот тоже, почему не пишется? Мелодия, ни текст, все, сердце глухо. Вот, и было такое. И когда снова приходит, вот в каком году, 2021 у меня после ковида, как пришло в июле озарение, и так оно вот и до сих пор и не закончилось, да, и не заканчивается. Хорошо. Мы с тобой как-то говорили про тексты песен и про подтекст. Что такое подтекст песни? Это о чем? Ну, для меня, конечно, как филолог я могла бы там другую формулировку сказать. Я сейчас выступлю в ипостаси автора и исполнителя. То, чему нас учили, и то, что я освоила. В принципе, подтекст – это твоя картинка на событие, которое описывается в тексте. Ну, издалека долго течет река Волга, там, а мне 17 лет, да? Например, я не у Волги нахожусь сейчас, да, и мне не 17. Поэтому для того, чтобы спеть эту песню максимально искренне и максимально проникающе, преувеличив эти чувства, надо вспомнить, где, у какой реки ты однажды была, что тебя вдохновило. Это может быть не река, это может быть море, это может быть большой лес. Вот эту эмоцию нужно достать у себя, когда ты была вдохновлена, поражена каким-то большим бескрайним простором. Это может быть поле, это могут быть горы, ну, это какой-то красивый природный пейзаж. И ты стоишь, и тебе не 17 лет, тебе может быть 27, 37, 57, когда ты это увидела, да? Но вот эту эмоцию ты должна вспомнить и восхититься. И вот и рассказать зрителю о том, что а не удивительно ли, внутренний монолог у тебя, что я была
на Салеве на горе и видела сверху красоту панорамы с высоты птичьего полета. Я видела красоту панорамы Женевы и Женевского озера. Ну, из последних эмоций, если я видела, когда у меня захватывало дух, когда очень, вот скажи, красиво было? Вообще, это потрясающе. Салев это что-то невероятное. Это гора рядом с Женевой, самая близкая горная вершина, и виден весь город как на ладони. Это что-то невероятное, захватывает. Поэтому, если у тебя есть эмоции, а у тебя, Оля, когда вот ты чем-то вдохновилась, таким что-то увидела, и у тебя захватило дух, какой? Ты можешь вспомнить свою эмоцию? Ну просто. Ну, это такая, конечно, безумная, безудержная радость. Ну, это... вот ты что видела? Какую географическую ты видела? Я тоже на природе. Вот я в горах недавно была. Угу. Киргизии была, да, да. О, Киргизия, это еще Да, круче. Да, особенно на высоте стоишь, когда, ну Да. вот похоже на Языкуль те там, эмоции, да, да, то, что да. ты описала, это Вот. же. Поэтому вот это вот секретик в том, что если ты поешь о неизведанном сюжете, ты берешь, достаешь свою эмоцию, и тогда у зрителя родится своя эмоция, свое воспоминание о своем Иссык-Куле, о своей Каме, о своем Черном море, которое его вдохновило. Вот. Я считаю, поэтому наша роль, мы не то что переводчики, мы такие, нам говорили, вы телеграфисты, вы трансляторы, вы передаете то, что в вас заложено. Телеграфия сейчас как телетайп, как сам по себе-то ведь ушел, да, тогда, когда я училась, еще это существовало, но в том, что ты посредник, интермедиатор такой, да, и вот в этом миссия, в принципе, исполнителя или автора. И посмотрите, те, кто успешные и запомнившиеся исполнители, те, кто легендарными стали, они все с этим работали. Они пели так, что это казалось о тебе. Да, да, согласна. Знаешь, мне даже не телеграфистка пришла Ну, на давай. ум, а витраж. Знаешь, вот как красивые витражи, идет свет, и в стеклах витражей, вот этих старинных, да, все оживает и становится цветным, и это касается, это волнует тебя, да, по-другому. И вот ты как Разная цветовая как раз получается ты гамма. свои эмоции окрашиваешь это становится живым. Так, первое, что мы сказали сегодня про Джоконду, второе про витражи. Можно я скажу про витражи, потому что я обожаю витражи. Я тоже. Если я Я захожу тоже в храм очень, и вижу витраж, я буду его снимать очень люблю бесконечно. витражи. И я Да. буду стоять под ним, Да, если это да. близко, и стоять и переливаться, Мгм, это все. мгм. А потом, видимо, я вот люблю вот именно свет вот такой отраженный, преображенный, переломленный. И мне несколько человек говорили, Оль, даже ты говорила, а потом другие люди говорили, слушай, ты на сцене стоишь, ты светишься. Да. Ты вот его напитался, это как в тексте с подтекстами. Мой подтекст это свет получается. Да. Я его набрала с окон, с витражей, других эмоций или наложила на свою, и вдруг ты начинаешь это отдавать, излучать. Это как даже как лампочка кто-то мне. Вот совсем недавно тебя не было на нашем Солнце. последнем, я не буду с великими вот, с лампами. Мне сказали, так это как, Ирина Перегодова говорит, так вот ты стояла с нами в хоре, только что ты пела, потом тебе дали в руки гитару, ты запела сольно, так это ведь лампочка включилась, все поменялось, публика, сцена, все поменялось. Я не знаю, что вот это, и причем ты умеешь это включать сама по себе, потому что ты столько раз это прожила, столько раз у тебя уже там заложено этих самых шкафчиков, полочек, и ты знаешь, какую выдернуть. Ну, я не говорю, что там 852 в 9 ряду, нет, просто как-то вот смотришь, какая публика тут сидит, или это Петербург, или это Дом престарелых, например. Позавчера я пела в Доме престарелых, да, в Доме престарелых во Франции. А утром позавчера я давала концерт онлайн для престарелых из 18 домов престарелых в России. И одни престарелые попросили передать меня другим привет. Другим Да. престарелым. Опять же, вот это посредничество, да? Да. Ты общаешься с одними, вы согласны, что вы, в принципе, тоже посредники? Вот кто из вас может сказать, что согласен со мной? Посредники в каком плане? Не знаю. Между кем-то работаешь. Между то есть, кем-то? И выполняешь какую-то Миссию. функцию. Да. Мгм. Ну, знаешь, мы вот все как медицина, можно сказать, да, выполняем то есть миссию. есть яд и болезнь, говорил процесс, и на чьей стороне ты, пациент, то есть я на стороне здоровья, болезнь на стороне болезни, а я посредник, да, то есть вот пациент, он со мной, Точно. я посредник целительных сил, он выбирает. И Меркурий, символ врачей, он был посредником между небом и землей. Да? Посох Меркурия – это посох исцелителей, поэтому вот это точно совершенно.
Так значит, мы с вами родня, психологи, Психолог медицинский тоже Да, такой да. же, то есть это Да, целительная да, специальность. да, да. врачи и авторы Да, да, одну работу выполняют. да. И Как это интересно. свет, то есть вот это вот свет, да, который брызжет из твоих глаз, вот эта эмоция, она касается света во мне, понимаешь? То есть вот в это сердце, да, где у нас источник света, нашего личностного света, да, то есть наша совесть, вот прямо твои слова про маму, вот, да и все, что ты поешь, вот когда ты начинаешь петь, ты берешь гитару, и у меня это просто вот здесь все отзывается, понимаешь? Вот это великая мистерия, это таинство такое. Вот. А не кажется ли вам, Спой что-нибудь что- еще? что у человека должен быть свет? Я не могу засветить своим, если у него там пусто. Не кажется, Это точно. что у кого-то там должно что-то быть, чтобы мой свет попал на что-то? Или я прям в глухую пещеру могу спеть, и Я все там думаю, что засветится? да. Ты можешь петь в глухую пещеру, и там тоже все засветится. Я, знаешь, как Однозначно. думаю, один аспект такой, как эхо, да, вот осветить, а с другой стороны, есть у Гёте такие выражения: если бы глаз был не подобен солнцу, он не смог бы видеть солнце. Мгм. Да, то Да, есть это вот про согласна. то. То есть ты в каждом можешь даже в каком-то глухом, может быть, сердце, да, Да. ты высечешь эту искру, потому что Согласна. она там есть у каждого. Да. Ну нет безнадежных, да, безнадежно глухих, безнадежно слепых. Кстати, о слепых. Я сейчас Я хотела про вот это вот твой романс такой вот, который такой вот позитивный, про женщину, про безбрежное море, вот такой вот. Озеро нежности? Озеро нежности, это вот как раз про вот это. Заказ поступил тебе. Да, ну я сейчас просто закончу идею о том, что вот про слепых. Мне интересно, как слепые меня воспринимают, да? Мне интересно, как меня воспринимают глухие. И не то, что это я сидела однажды и решила, а спою-ка я для слепых. Нет, так они сами пришли. То есть я по своей общественной деятельности, да, работал с Всероссийским обществом инвалидов, с Всероссийским обществом слепых, Всероссийским обществом глухих, по ограниченного, значит, движением, двигательной активностью. И у них там так светло в душе. Да, да. И если даже темно на улице, да, я потом даже сделала тифло-сурдоперевод. Это для тех, кто не видит, что происходит на сцене, озвучивала спектакль. То есть и мне это нравится. И я свое служение вижу вот не просто в пении, да, но и вот опять же в посредничестве, когда слепым рассказать о том, что происходит на сцене. Потому что слепые — это общее название. Они будут быть частично слепые, там ограничено. Кто-то видит меня как туман, кто-то... Ну и вот они очень любят, конечно, подойти тебя, потрогать, обнять. Да, да. И да. А Почувствовать. с глухими мы работали жестами. Я помогала делать жестовую песню. И один раз я перевела и спела жестами, сейчас не повторю, свою песню на удмуртском языке, переведенную на русский жестовый язык. Короче, вот да, песня и мелодия, и в принципе исполнение, оно находит свои уголки, находит свои сердца, где бы это ни было. А про песню, которая про озеро нежности, помните, у Аллы Пугачевой была песня «Озеро надежды»? Я всегда была влюблена в эту песню, как и, впрочем, многие песни, которые она безгранично талантливо исполняет, и училась у нее очень многому. Про озеро, это опять же про ту же реку Волгу издалека долго, то есть она вдохновляла, вот меня однажды вдохновила та песня про озеро Надежды. Я думала, что такое озеро Надежды? Надежда все время казалось, что это я. Надежда, как это может быть озеро имя меня? Но потом я все-таки с годами поняла про надежду, что это такое надежда. И следующую песню после этого я спою про надежду. Ладно? Сначала про озеро, а потом про надежду. Хорошо. Я стала желанной женщиной, любовью твоей согретая. Я стала красивой женщиной, из чаши любви отведая, твоей чаши любви отведая. И я знаю теперь твою магию нежности, и я таю, я уплываю в озеро нежности, твое озеро нежности. Теперь всей душою предана, любовью твоей обласкана,
Счастливою стала женщина, что раньше была несчастною, была без любви несчастною. Но я знаю теперь твою магию нежности, и я таю, я заплываю в озеро нежности, в твое озеро нежности. Бери меня в плен, покорная, без боя паду в объятия, любовью твоей плененная, на радость завоевателю, на радость завоевателю. И мы знаем, мы теперь знаем магию нежности, и мы таем, мы уплываем в озеро нежности, наше озеро нежности, наше озеро нежности, озеро нежности. Ну да, про озеро и вот про реку. А потом я хотела сказать про надежду, Да. помните? Чтобы не забыть потом, чтобы вернуться, поскольку меня назвали Надеждой от рождения, и это была, по-моему, я не знаю, по-моему, идея была мамы, да, назвали меня Надеждой, и Надя, Надя, Наденька, Надюша, Надек, там, Нади по-удмуртски. И потом, когда с годами, когда у тебя безнадежность появляется, да, кажущаяся безвыходность ситуации, безнадежность, потери, провалы, неудачи. И ты вдруг вспоминаешь, что ты Надя, и от того, что ты ведешь себя так, как ты Надя, и ты Надежда, и ты понимаешь, что вот именно это имя тебя и ведет. И я так благодарна своим родителям, что меня назвали Надеждой, что оно меня, вот как вот тот самый Мюнхгаузен себя за волосы вытягивал, меня мое имя вытягивало. И я очень люблю песню Пахмутовой Добронравова «Надежда», пою ее на разных и на удмуртском, и на французском. И я написала свою песню на стихи другой Надежды, написала песню «Не покидай меня, Надежда». И вот я хочу ее тоже нашим слушателям и вам. Вы ее не слышали, для вас это премьера. Да, премьера песни. Не покидай меня, Надежда, когда над пропастью стою. Дай руку мне свою, как прежде, чтобы удержаться на краю. Не покидай меня, Надежда, не покидай меня, Надежда. Не уходи из сердца, Вера, когда ослабну я душой, когда день праздничный вдруг серым и горьким станет предо мной. Не уходи из сердца, Вера, не уходи из сердца, Вера, Вера. И если вьюга ледяная мне душу бедную скует, спаси меня, любовь святая, и растопи колючий лед. Спаси меня, любовь святая, спаси меня, любовь святая. В любой беде не покидайте, когда от горя стынет кровь. Звездой спасительной сияйте, надежда, вера и любовь. В любой беде не покидайте, звездой спасительной сияйте. Надежда, вера и любовь, надежда, вера и любовь. Прямо гимн какой-то. Да, такой. он гимнический, я тоже не знаю, вот вообще не могу рассказать, как это рождалась мелодия, тоже раз, и на выходе вот эта мелодия. Я ничего не исправляла, просто текст это Надежда Бауман, она женщина-инвалид, ей уже за 80 она, поэтесса самодеятельная, очень хорошая, Надежда Бауман из Москвы. Посмотрите, я нашла этот текст, как-то тоже была, что-то искала стихи подходящие про надежду, потому что иногда надо бывает, и увидела, и сразу звучали очень такие
И поэтому гимнический, потому что вот так, чтобы тебя поддерживать надеждой. Но... Скажи, пожалуйста, вопрос у меня есть, следующий возник. Когда написана песня, и тебе нужно какое-то время ее прожить, прежде чем выйти на аудиторию, есть какое-то время определенное, чтобы тебе, например, месяц нужно ее петь самой, да, для себя, пропевать? Или это не зависит от, да, то есть какая-то песня, для какой-то песни нужен более длительный период времени, для какой-то менее, чтобы прожить самой, прежде чем ты сможешь ее спеть на аудитории? Но это зависит от того, мы уже с вами говорили про эмоции, если ты когда-то эту ситуацию очень хорошо пережил, если ты берешь прожитую ситуацию, она быстро выходит, и тебе ее необходимо исполнять, только, может быть, подшлифовать нюансы исполнения. Ну, для меня показатель, если я плакала, когда я сочиняла мелодию, у меня бывает так, прям брызгают слезы, когда я сочиняю, это значит, что будут брызгать слезы у других. Это бывает редко. Но, в принципе, для того, чтобы исполнять песню со сцены, если я не сама, если я ее сама исполняю, да, даже иногда месяца недостаточно бывает. То есть нужны какие-то публичные выступления или публичные открытые репетиции, квартирники, или в конце концов там с сестрой посиделки, сестра... Я подержу, нет. Сестра у меня очень любит мои песни, она очень большая поклонница моего творчества. И говорит, ну почему люди так мало знают твои песни? А я думаю, что моим стихам, как и хорошим винам, моим песням, да, придет черед. Ну вот благодаря, может быть, в том числе нашей с вами передаче мы что-то узнаем, услышим. Отклик. Я тоже так думаю, что нам нужно просто чаще встречаться, делать такие, да, такой запись, да, если будет у нас и люди будут отклик. знакомиться, да, просто с твоим творчеством. Вот, здорово, спасибо большое. Я знаю, что ты поешь романсы. Скажи, пожалуйста, когда ты пришла к романсам в своем творчестве? Это давно произошло? Ну вот, смотря что мы будем называть романсом. И недавно я совсем снова углубилась в романсы, поскольку сама стала сочинять романсы, думаю, да что ж такое я сочиняю, почему у меня выходят романсы прям потоком. И оказывается, философия романса – это раздельное проживание единства. Если ты с кем-то, ну чаще всего с человеком един, ну или у меня роман с Родиной, например, да, например, я скучаю, мы разделены, но все равно мы вместе, да. И вот это вот раздельное проживание единства для меня, оно тоже с годами вызрело. То есть надо что-то потерять или с кем-то быть в разлуке, и при этом стремиться к единению, поэтому я не думаю, что молодые девушки достаточно легко будут петь романс. Вы заметили, что все-таки романс это такая возрастная категория, и здесь наверняка нет никакого там верхнего предела, можно, потому что чем мудрее ты становишься, тем больше у тебя историй о романсах, ты больше права имеешь об этом рассказывать, это петь. Ну и, конечно, стихи еще очень важны, и я очень рада, что у меня сейчас есть такая поэтесса Марина Райзер из Липецка, которая сама тоже прожившая, в моего возраста, она прожившая много, и у нее поэтический дар, умение рифмовать и ритмически это делать так красиво, что прям звучит сразу, понимаете, берешь текст и уже не мучаешься, и иногда добавляешь, вот, ну, про «Озеро нежности», это, кстати, слова Марины Райзер, я там немножко подшаманила, и она, кстати, поняла потом, чего я добиваюсь, и я просто, когда говорю «хочу чего-то», мне нужен парадокс какой-то иногда, если это романс бывает грустный, и поэтому я пишу романсы, прожив о чем-то. И я хотела вот сейчас вам еще один романс исполнить. Он даже, может быть, меньше романс, он в мажоре. Ну, только сейчас послушайте сами, вы его еще не слышали. Значит, первый романс у нас был, назывался «Таю», мажорный. Сейчас будет еще один мажорный романс, называется «Улетаю». А будет еще потом один «Намечтаю». Ну, очень интересно, у нас с ней такие... Очень созвучно. Да.
Очень люблю тоже этот романс, иногда слова путают. Вот еще не впетый точно, еще на публику для большой сцены под софитами не готова, а с вами с удовольствием, как в качестве экспериментальной Премьера. площадки. Премьера, да. В качестве проживания. А вы мне будете подпевать там? Да, будем. хорошо. Да, потому что я вот позавчера в Женеве еще была и пела эту песню на последней вечеринке. Говорю, так, мне нужна ваша помощь. Это озеро нежности. Проигрыш пошел. Да, это уже озеро нежности. Это озеро Да, да. нежности. А я тоже думаю, думаю, что ж такое? это Это уже же было было. недавно, да. Мгм. Ну, все про нежность. Потому что похожа эта песня на нее. Я не твоя женщина, ну что ты себя мучаешь? Знал же, сбегу от тебя при первом же случае. Летала, летаю и буду летать, мое это дело. А что сердце разбило твое? Прости, не хотела. Тебе меня не понять, твой девиз властвовать, а меня силой не удержать. Только ласкою летала, летаю и буду летать. Мое это дело, а что сердце разбило твое? Вот прости, не хотела. Знаю я, не буду другой, и ты это знаешь. Нам не дано быть вдвоем, прощай. Улетаю, летала, летаю и буду летать. Мое это дело, а что сердце разбило свое? Ой, вот совсем не хотела. Вот это что? Класс. Это что? Романс? Не романс. Ну, это же душевное переживание единства, совместное переживание единства. То есть мы еще под одной крышей, но я уже улетаю. Это у меня не один раз была в моей ситуации. То есть я так хорошо это знаю, о чем, и поэтому каждый, кто знает, что это о чем, он это понимает. И может прочувствовать. Да, это очень естественно. важное переживание, вот именно в Мгм. середине романса, когда ты вдруг, ой, а я свое это сердце тоже разбиваю, да, это, Да. вот так, это такой, ну, А у это прям- поэта этого не было свое, это моя. Вот именно вот в этой песне вот это, а что сердце разбило свое, это уже была моя. Я говорю, мне всегда нужен какой-то парадокс, какой-то финал, ну что-то, не всегда, но мне очень нравится, когда есть, Привнесла свое. очень часто так бывает. А что это, вот, что в этом, вот ты так делаешь, вот такую закрутку какую-то необычную, да, свою такую инсценировку, что это дает тебе, то есть вот какая мысль за этим? Нет, здесь уже чисто, я думаю, что я не перерабатываю собственную эмоцию, это уже приманка и блесна такая для зрителя уже, я считаю, что иногда, конечно, это может быть, что у тебя действительно было так, но это очень сложно, потому что ты свой возврат в невозвратное, он бывает с годами, например, да, ты улетела, потом вернулась или еще что-то такое.
Кстати, вот про пролеты эти сейчас я вам еще спою одну песню уже шансон, это не романс, и вы услышите как бы вот от чего это было. То есть там 20 лет назад я пела другую песню. Ты внушил мне, что я синица, что навек я в твоих руках, но судьба мне ночами снится, журавлихою в облаках. Улетаю от глаз немилых, от холодного не люблю, с каждым взмахом теряя силы, к своему лечу журавлю, журавлю. А проснусь я опять синица, вот 4 стены мой дом, говорят, что ночами снится то, чего не хватает днем. Дай побыть мне самой собою, пусть в грехах я потом покаюсь, пусть напьюсь чужою водою, да хоть вдоволь я налетаюсь, улетаю от глаз немилых, от холодного не люблю, с каждым взмахом теряя силы, к своему лечу журавлю, журавлю, журавлю. А проснусь синица, вот 4 стены мой дом, говорят, что ночами снится то, чего не хватает днем. Говорят, что ночами снится то, чего не хватает днем. Великолепная песня. Вот, это к вопросу о полетах, да, и, ну, вот здесь нет, здесь уже в куплете, здесь уже в припеве парадокс, да, ты проснешься уже синица, то есть все равно должно в песне, как и в спектакле, должна быть завязка, кульминация и развязка. И вот у нас здесь развязка, что проснусь, я все равно дом, и я всегда, и когда эту песню пою, вот 4 стены, мой дом, и я всегда это пела так, что без ненависти, это же твой дом. Его нельзя ненавидеть. Вообще дом – это одно из ключевых образов, ключевых понятий в моем творчестве. Даже я, когда пою о любви, я могу заменить любимого на дом. И подумайте о себе, о своих ситуациях. Любой романс можно спеть, это о том, что это дом, с которым у тебя такое может быть отношение, которое ты бросаешь, возвращаешься к нему, ухаживаешь за ним. Ты про дом, это тоже есть у меня положительный романс, или уже не романс. Стерпится, слюбится, время жестоко, брошенный дом станет вдвое милей. Не торопи расставания срока и не топи голубых кораблей. Не торопи расставания срока и не топи голубых кораблей. Пусть наш кораблик застрял на приколе и заскучал одинокий матрос. Нам еще столько отпущено воли, чтобы успеть насмеяться до слез. Столько много отпущено воли, чтобы успеть насмеяться до слез. Но ведь сколько стихий через нас прокатилось, столько штормов в наши жилы вплелось, сколько лочонок в щепу обратилось, столько любви переплавилось в злость. Но времени мало для мелочных паник, будем значением его дорожить, станем чинить свой разбитый кораблик и с одиноким матросом дружить. Станем чинить свой разбитый кораблик и с одиноким матросом дружить. К вопросу о домах, о кораблях. Да.
о своем внутреннем мире, да, вот внутреннем ребенке, да, одинокому матросу можно кого угодно представить, да, то есть либо партнер, либо внутри себя самого внутри, да, то есть это каждый интерпретирует, очень свободная интерпретация, то есть ты говоришь любимый, это может быть дом, может любимый, может мой внутренний ребенок, то есть они целительные песни, то есть каждый видит свое содержание, да. Тут два психотерапевта, видишь, сидят, ты обратила внимание, и ты не что, поэтому так. А ты интуитивный арт-терапевт. А мы тут про арт-терапию говорим, про музыкотерапию. Согласна, что говорим. Музыка лечит? Согласна. Вот, что ты можешь сказать? Я вот рассказала свои секреты, как я проживаю, когда пишу, как меня лечит. А вот тебя как слушателя, какое воздействие, что какие ты эмоции, там, не знаю, переживания, что ты испытываешь? Когда? Бывает же, что ты даже словесно, да, тебе не оформить. Бывает же такое, да, что ты испытываешь какие-то очень сильные чувства, но в слова тебе это никак не облечь, да, то есть ты не там грусть, радость, это, да, это понятно. Вот. А бывает же что-то более глубокое. То, что где-то ты понимаешь, что тебе хорошо, что тебе лучше, но объяснить ты это не можешь. То есть такое тоже бывает. Но здесь, наверное, основное это вот это вот осознавание того, что тебе это нравится, тебе это очень приятно, ты этого хочешь, ты хочешь с этим взаимодействовать, ты хочешь это слушать. И ты хочешь, идешь за этими песнями, идешь, да, за этим творчеством, идешь за этим исполнителем, за этими словами, за этой музыкой. Я думаю, что вот это такой очень важный момент. Как интересно, это важно, да. Потому что почему люди возвращаются в путешествие в одни и те же страны? Почему люди возвращаются на концерты к одним и тем же исполнителям? Они запомнили вот эту целительную силу, они запомнили, что им хорошо, они идут повторить тот эмоциональный фон, этот накал или эту вот необъяснимую словами, но вот это ощущение нравится, радости, да, тепла, радости, комфорта. Света. За этой глубиной. Глубина и свет, согласна. Да. Ну и это ведь накладывает на нас, на исполнителей, огромную ответственность тоже, если ты понимаешь, что ты людей лечишь, да, и ты, ты не можешь, ну как там, я себя под Лениным чищу, там было, да, у Маяковского, да, я себя под зрителем чищу, получается, что мы как врачи, певцы на сцене должны нести очищающие эмоцию, сами пройти через это. Почему прожить это надо и пропеть, чтобы идти и правду говорить. Пришла и говорю, да, пришла и лечу, пришла и пою. И мне кажется, да, здесь все-таки вот как можно глубоко рассматривать простое, как казалось бы, исполнение песен, да, на концерте или не на концерте, или в маленьком кругу, какой идет уровень текстов, подтекстов фраз, и уровень переживаний, сопереживаний. Мы же тоже сопереживаем, я так понимаю, что одно дело, ты свою эмоцию проживаешь, да, с одиноким матросом, очень спасибо вот за новое это сравнение, а другое дело, я исполняю эту песню, например, я думаю про другого матроса одинокого, а оказывается, то есть ты кто-то про своего. А кто-то про своего, то есть настолько все это, работа же идет, получается, тогда зритель тоже работать должен, да? Хотя он идет за приятными эмоциями, но он работает внутри себя. Да, ведь работает же? Да, работа же ведется. Я, знаешь, хотела у тебя что спросить. А если ты выступаешь перед огромной аудиторией, большой зал, или ты выступаешь перед маленькой аудиторией, это какая-то уютная гостиная, да, какое-то небольшое общество, где тебе самой комфортнее по взаимодействию со зрителем? Ну, если говорить о взаимодействии со зрителем, конечно, это камерные залы, это там, где не нужен микрофон, это до 50 человек. Это очень чувствуется сильно, вот эта вот энергия людей, когда ты на маленьком зале, в маленьком зале выступаешь. Нет, а если говорить об обмене энергии, да, то если из мы тысячного говорим. зала она усиленнее приходит. Да. То есть это большой зал, и когда они все сидят перед тобой вот так амфитеатром, мурашки очень часто использую, потому что там идет мультипликация, то есть усиливается эффект, когда ты здесь, а зритель вот так, и тебя накрывает. Когда ты в камерной, ты работаешь больше, ты больше отдаешь, мне кажется, чем принимаешь.
Мне так кажется. Ну, это свои ощущения Да, именно, да? это Ты мои ощущения. делишься. Я не слушала, что говорят на эту тему другие известные исполнители. Но я вам скажу, что у меня, конечно, тысячных залов никогда не было. Ну, нет, я пела один раз в Кремлевском зале. В Кремлевском дворце съездов это там 5000 зрителей. Но это было мероприятие, в которое я пела одну песню. И Но тоже, все равно ну, там, взаимодействие есть. Да. То Вот есть я эти все равно чуть удмуртские, вышла. вот зимой ты прошлой ездила, там тоже были большой зал, ты нам присылала, там сколько, ну, 500 человек, да? А вот скажи, ты вот на этом большом зале, когда это появляется, с первой песни или это постепенно, то есть вот идет как бы, вот как это? Это такая фишка интересная. Если по тебе соскучилась, если ты выступаешь в известной тебе публике, да? Вот я в прошлом году в декабре вышла на новогодний концерт в Национальном театре. Я вышла, меня объявили Надежда Уткина. Я вышла, и я слышу в зале такой, волна такая, они не ожидали? Нет, я была в афише. Ну, те, кто приехал, может, не смотрели. То есть люди настолько соскучились и уже отвыкли видеть меня на экране, ну, не на экране, а на экране я, кстати, появляюсь, а на сцене. Они такие, и я это все слышу. И вот это, с этого уже начинается. То есть, представляешь, когда тебе волна, я понимаю, что восхищение не вот это на вдохе, и сразу у меня начинаются мурашки, сразу. Вот у меня даже слезы выступили, то есть я прям представила это все. Мне говорят, это Уткина, значит. И я начинаю петь, и притом я же им сюрпризы заготовила. Я же должна петь на мордовском языке. Блин, слова бы не забыть тут какие-нибудь. И я понимаю, что у меня вот этот вот как бы мой драйв такой от того, что они мне его закинули, я им еще выставляю, и все, я слышу, вау. Это вот эмоции, овации, когда от 500 человек в зале, это очень много. Ну, 50 хлопают, эти эмоции, они близкие, здесь вот они на расстоянии 2-3-5 метров. А когда тебе там 500 человек хлопает, и вот с такой... Это здорово. Но это все-таки в усиленном таком получается. Да, и я скучаю по большим залам, потому что в последнее время выступаю только в маленьких, ну вот не считая вот этого зала. Другой эффект еще бывает, когда у тебя большой зал, и он пустой. Бывает такое? Вот я выступала, тоже год назад выступала в зале, где была маленькая реклама, и сидело, зал на 500, а сидит 100 человек. Это, да, это меньше четвертой части. И я всегда их прошу сидеть, тогда сядьте поближе, чтобы они сконцентрировали свои эмоции, чтобы я их, по крайней мере, могла видеть вот цветом тот, который у меня. Но преимущество какое у этого зала, там хороший звук, и если ты делаешь запись концерта, там такие эмоции зафиксированы, мне потом говорили, как вы поете, потому что тут в зале всего 100, а я работаю как будто мне тут 500 сидит, да, и хороший звук, он тебе, вот все-таки как нам, артистам, нужен хороший звук на сцене, звук и свет, конечно. Я за то, чтобы было световое обязательно шоу, оформление на концерте, я за то, чтобы были звуковые эффекты, и поэтому мне, будучи по природе камерной певицей, мне очень нужны большие залы. Я очень скучаю, я очень жду своих больших залов, и я очень хочу сделать 1000-й зал. Ну здорово, это будет все. Говорят, что сейчас такие крещенские дни мы записываем, да, вот это видео, когда под Новый год все, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается, у всех все сбывается, да. Все желания сбудутся. Я хотела спросить, есть ли какая-нибудь песня у тебя на удмуртском языке самая-самая любимая? Или, может быть, самая близкая тебе почему-то? Вы знаете, вот песни, они как дети. Вот если у тебя там 3 ребенка, ты же не можешь сказать, что один из них лучше. Просто кто-то постарше, кто-то в университете учится. У меня есть любимая, но в удмуртском языке ты знаешь какая. Можно на заказ. Да. Ну, Лымитеди, конечно. Вот это удивительная песня. Лымитеди — это белый снег. Лымитеди, значит, снег белый. Ну почему она волшебная? Это народная, это не моя. Ты вопрос задавала про свою или про народную песню? Про любую. Про любую. Хорошо, давайте тогда сделаем так. Одну народную и одну авторскую я спою, потому что это 2 разных вещи, но они обе мне близки. Вот первая удмуртская народная песня Лымитеди, по первым 2 словам, белый снег беленок. Она воспевает красоту удмуртской женщины. И если ты знаешь, что ты красивая, и если у тебя есть опыт выступления в красивом удмуртском костюме,
неважно какого цвета, но когда на тебе полный комплект, ботинки, чулки, фартук, платье, платок. Это очень значимо. Платок, да. Про маниста в этом в песне упоминаний нет, но самые ключевые вещи, да. Платок, щечки, глазки, чем мы работаем, щечки, глазки, волосы, сакральная вещь, прикрытые платком обязательно у замужней женщины. Я прям купаюсь в этой песне, потому что она, опять же про меня, да, получается, что ты выходишь и говоришь, посмотри, какая ты красивая, ты удмуртская женщина, ты русская женщина, ты женщина в национальном костюме, ты очень красивая, потому что на тебе весь комплект. И ничего не надо стесняться, и покрывать свою голову головным костюмом, головным убором замужней женщины, да это прекрасно. Не надо бояться своего возраста и не ходить все время в веночках, чему мы грешим, и я тоже иногда. Ну, кажется, легко и жарко же в платке. Но вот для важных выходов, для важных мероприятий, для важных концептуальных костюмных вещей надо обязательно петь в костюме. Я сейчас без костюма, у нас же с вами такой экспромт. Ну, песня очень хорошая. О красоте удмуртской женщины: платок ее белее снега, щеки румянее, чем яблоки, глаза чернее, чем смородина, волосы желтее, чем лен, платье зеленее, чем трава, фартук разноцветнее, чем радуга, чулки пестрее, чем сорока. И знает ли об этом любимый? Ну, кстати, это удмуртская народная песня, и я уверена, она авторская, просто мы не знаем автора. Она уж слишком ритмична. Кстати, она пелась в оригинале в другом размере. Она пела там, 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 тарарарарам, там. А мы добавили уже скорости, потому что все-таки 21 век уже. Лими теді, лими лишно теді кишете. Лими теді, лими лишно теді кишете. Яблок гордо, яблок лишно гордо, бам йоси. Яблок гордо, яблок лишно гордо, бам йоси. Сутер щедо, сутер лишно щедо, щін йоси. Сутер щедо, сутер лишно щедо, щін йоси. Мерчан чужо, мерчан лишно чужо, іршіє. Мерчан чужо, мерчан лишно чужо, іршіє. Ожо лишно вожо диреме. Ожо лишно вожо диреме. Воюєш барбо, воюєш барбо, айше те. Воюєш барбо, воюєш барбо, айше те. Коча лишно куча, чукає. Коча лишно куча, чукає. О, дикіне, яратоне, подене дойно, шулеме. О, дикіне, яратоне, подене дойно, шулеме. Да, вот это народное, то есть мы не знаем автора, но все прям по полочкам разложено, какая она красивая. В принципе, там эмоций должно быть мало, то есть там раскачки, там нет кульминации, нигде завязки нет, да, как я говорила в народной песне, когда описание идет природного, там нету разлук, потерь, там идет просто красивая женщина, и ты прям видишь, я себя вижу, и я вспоминаю свою маму, которая сшила мне первое удмуртское платье, мне было 6 лет. Эту песню Лимы Теди, она по жизни со мной 50 лет уже, да, то есть я в 6 лет ее спела, и я даже помню это, и первое удмуртское зеленое платье, потом у меня было много платьев, и мама умерла, и остался, значит, материал, и у меня платье из ее материала, из ее свадебного платья у меня рукава, из ее погребального, как она хотела на погребение, но мы его не, и вот у меня платье, значит, это все оборка, то есть у меня мама на платье осталась. И в принципе вот эта песня мне надо даже в какой-то
такая веселая мама. Это связь с моими родителями, своей мамой, с папой тоже. С родом, да? То С есть она родом, такая- да. Она удмуртская, родители удмурты. Она красивая, такими, какими были мои родители. И она вот сакральна в этом плане, что она и про волосы покрытые, и про чулки, и про любимого, которого ты любишь. Вот. Это такой идеальный образ женщины, мне кажется. И вот я сказала, учителям, я сотрудничаю с Вальдорфской школой, я говорю, что это как такой образ девочки, вот когда она в пубертате, она может не уверена в себе, и если вот человек, я считаю, что эта песня глубоко психотерапевтична, потому что когда вот эти подростки, они такие часто сутулины, и вот если с ними петь эту песню, да, то есть вот посмотри, какая красивая, какой в тебе красивый образ человека, да, вот это идеальный человек, идеальный образ, который мне она очень нравится. То есть она вообще, я обожаю эту песню. Спасибо тебе, что ты Спасибо, Андюш. Да, познакомилась с Да, ней. и знаешь, хотела, наверное, мы будем, да, уже к завершению подходить потихонечку, спросить, какие люди в твоей жизни есть самые близкие, которые тебя поддерживают? То есть это родные, друзья. И как ты ощущаешь эту поддержку? Насколько она для тебя важна? Ну, смотрите, мы сегодня говорим с вами о песнях, и, в принципе, для меня и род, и Бог, и политика, и культура, мне все через песню. Я не знаю, почему, даже вот я посол культуры Удмуртской республики, я делаю это через песни. То есть, если мы поем за границей удмуртские песни, я посол, потому что я людям даю прикоснуться к удмуртской культуре через костюмы, опять те же песни, обычаи, традиции, танцы частично. Поэтому для меня близкие люди, те, кто поддерживает мои песни. Знаете, в этом смысле министр культуры, который меня наградил или не, наградили, в принципе, званием народной артистки, награждает, но обременил званием посла культуры Удмуртской республики. Он же обязывает тебя работать. Если звание, оно уже как бы результат твоей работы, то посол — это аванс. Ты давай работай, тебе надо это показывать, поднимать престиж своей родины, своего края. И да, вот могу сказать, что министр меня поддерживает. Он приходит на мои маленькие концерты, не тысячные, на маленьких библиотеках. Приходит, сядет где-нибудь в углу, когда с букетом, когда без. Но всегда с добрым словом придет, всем расскажет, какая она. Мне так приятно, я дорожу этим. Вот надо быть все равно публичным, открытым, но он внимательный, и он в прошлом сам музыкант, театрал, поэтому, может быть, он понимает, хотя у него, прикиньте, столько там, 1,5 миллиона населения, 1 200 000, да, и культурой надо заведовать каждый день, и обращать внимание не только на исполнителей песни, но и на театралов, и на библиотекарей, там, и на танцоров, и весь спектр. Вот, министра отметила. Дальше, кто меня поддерживает? Меня поддерживает моя сестра Ольга. У Ольги, наверное, это что-то такое есть. Ольга. Вот прямо, знаешь, у тебя тоже имя Ольга, и я считаю, что ты меня поддерживаешь и бережешь, и хранишь, вот, в том числе этой передачи. Спасибо. И я безумно тебе благодарна за это. И я тебя ставлю в один род со своей сестрой Ольгой, которая Ольга тоже, и которая тоже вот прямо окрыляет. Она очень глубоко верит в Господа, она за меня молится, и я ее за это благодарю всегда, что у меня есть такая сестра, и теперь такая подруга, как ты. Дальше у меня есть мои критики, которые меня поддерживают. Потому что такая должна быть еще, как это сказать, благотворная критика, так? Ведь все равно те люди, которые тебе будут говорить, что делать, но мягко будут говорить. Это, например, моя подруга, хормейстер, не концертмейстер, Екатерина Хабибулина. От нее я все принимаю тоже, потому что знаю, что она мне добра желает. Я не каждому позволю себя критиковать, я не люблю, когда меня критикуют, я обижаюсь. Но от специалиста я это могу принять, и от того, кто тебя любит. Вот поэтому мы говорим, когда ты поддерживаешь, ты можешь любить, молиться за него, критиковать его, потом, буквально организовывать концерты, да, например. И мне так интересно, что в одном лице у меня сложился образ батюшки, которому хочется рассказывать, хочется делиться, к которому в храм хочется идти
и который при этом будет поддерживать твои концерты и организовывать в воскресной школе у себя концерты. Ну это же удивительно, да? Человек знает, что артисту нужно, и он понимает, что его прихожанам нужно. Он через себя, он посредник между прихожанами и моим творчеством. Это отец Роман Челышкин из Подмосковья, из Москвы. Вот сейчас я иду в Москву на этот концерт. Меня поддерживает постоянно, но как бы вам сказать, не навязчиво. Но я точно знаю, что всегда со мной, и мое творчество поддерживает, и поет, и идет по моим стопам творческих. Татьяна Ишматова, она сейчас заместитель председателя Государственного совета Удмуртской республики. Моя ученица, которая подавала успехи как певица, и потом все-таки пошла в общественный путь, пошла в общественное, потом, значит, в молодежное, потом и так далее. Дальше успешный политик, незаурядная певица при этом. Это очень сложно, да? Вот. Меня поддерживает моя подруга, которая шьет мне костюмы, например, да? Мы знаем, что для артиста, да, особенно для тысячного зала, ребята, нужен красивый костюм с красивым, с богатой отделкой и лучше в народном стиле. Вот у меня таких мастериц, в принципе, две, это Мария Красноперова и Татьяна Москвина. Одна традиционалистка, которая про платок все время мне напоминает, что надо быть в костюме, в костюме замужней женщины, не бояться своих лет. И Маша, которая шьет мне фантазийные, совершенно авторские, дизайнерские платья. Вот. И у меня есть также певица-подруга, которая однокурсница. И мы теряемся друг от друга, забываем, но сейчас она та, которая и мои песни поддерживает, и мою активность, и она дает мне выступать в Москве. Говорит, хочешь, я с тобой буду петь? Давай. А хочешь, ты со мной будешь петь? Давай. А давай пойдем туда. Ну, то есть, вот жду, когда у меня в Питере такой появится помощник, который скажет, хочешь, давай спеть будем вместе, давай, пойдем туда, пойдем сюда. То есть, поэтому к вопросу о том, кто меня поддерживает, это те, кто любит мои песни, и то, понимаете, кому нравится то, о чем я думаю и как я это выдаю, как я это подаю, потому что можно, как вы знаете, по-разному исполнять одну и ту же песню, но все-таки я всегда знала, что есть мой зритель. Я, выходя на сцену в 90-е годы, у нас была шоу-фолк-группа «Органчей», кстати, спасибо большое Андрею за то, что, Анкудинову за то, что меня вывел на сцену. Я всегда знала, вот сидит 300 человек или 30, ну 30 мало, у нас 300 были, большие, хорошие были залы по деревням, мы ездили по районным, я знала 10%. Это мои. Эти на меня когда второй раз пришли. Я не претендовала на большие. Но если я сейчас претендую на 1000 зал, если мне надо 1000 собрать, значит умножаем на 10, значит у меня в Удмуртии должно быть как минимум 10 000 поклонников. Пожелания пошли в 10 000 свет. поклонников, 10 000 тех, кому нравится, и 1000 из них, чтобы пришли на мой концерт. Чтобы хорошая реклама была, чтобы красивые афиши вывесили, да, чтобы все собрали. Хорошо. Да, это все будет обязательно. Спасибо. Да. Спасибо, Надюш, огромное. Мы песню твою авторскую хотели, будем, да? Удмуртскую. Да, удмуртскую. Послушать. В знак благодарности и зная, что и желая, чтобы все любые дороги меня вели сюда, к тебе, Улинка. Спасибо. И песня на нескольких языках, это песня «Дорога». И хочу, чтобы мой путь всегда вел сюда. Это одна из моих самых любимых песен твоих. Куда б ни шла, к тебе ведет мой путь, мои слова к тебе доносит ветер, во тьме и в серебристом звездном свете. Куда б ни шла, к тебе ведет мой путь, куда б ни шла, к тебе ведет мой путь. Ковтязан молим, кизевитететь, и лямбе вармась корхни мархтат валсан, иншоп давите тяжтин сия валса. Ковтязан молим, кизевитететь, ковтязан молим, кизевитететь. Кычиме дамым тондориво, щурес монедо радваем котькуно, а звештыл яно тёмпей мыту яно. Кычиме дамым тондориво, кычиме дамым тондориво.
Куда б ни шла, к тебе ведет мой путь, и в счастье, и в беде одна дорога, и речь едина для людей и Бога. Куда б ни шла, к тебе ведет мой путь, куда б ни шла, к тебе ведет мой путь. Потрясающая песня просто, абсолютно. И я хочу поблагодарить тебя за то, что ты есть, за то, что ты сегодня с нами, за то, что ты выделила эти 2 часа на нашу встречу, что ты проездом в Петербурге, да, завтра у тебя будет концерт в Москве. Спасибо тебе огромное. То есть ты могла как-то по-другому распорядиться своим временем, вот, но я очень благодарна, что ты согласилась на эту встречу. Я спасибо хочу сказать тебе, Оля, тебе, Марина, то, что меня сегодня поддержала тоже активно и случайно, казалось бы. Но, наверное, все не случайно. И если у меня такие мечты, если у меня есть результаты, чем я хочу поделиться и что я еще хочу сказать, то, наверное, нужны вот такие точки сборки, все равно встречи, где эти слова формируются, что мы выражаем свои мысли, свои эмоции, свои мечты. И я очень многие вещи сегодня узнала тоже и о себе, и о вас, и о себе заново, о вас впервые. И пусть эти же эмоции и находки у наших зрителей будут от просмотра нашей передачи. И если вам что-то нравится, пишите нам в комментариях и в письмах. Мы будем стараться ответить на эти вопросы в любой области. В то, что в нашей компетенции, мы ответим. Так что спасибо тебе за дополнительный канал общения с моими и с твоими поклонниками, и зрителями, и исследователями, и пациентами, и будущими. Пусть они все будут нашими друзьями. Я тоже хочу поблагодарить. Я здесь оказалась совершенно случайно. Я, как такой зритель с замирающим сердцем, присутствовала при вашей беседе, при вот этом чуде раскрытия твоих песен, таких пластов удивительных, которых я не знала, с тобой пребывая в хоре, потому что в хоре мы хором поем. И не авторская песня, я кое-что знала, а кое-что открылось. И я думаю, что не случайно это как такой маленькая сердцевина цветка, это как бутончик, да, и вот прошел, открылся первый слой, потому что есть наша аудитория маленькая, есть зрители, которые мы предполагаем за кадром. И вот это вот внимание наше и ожидаемое, да, оно рождает вот эту вот силу, которая поднимает растение вверх. Я надеюсь, что она вызовет новый приток новых песен, нового вдохновения и новых идей у Оли по поводу передачи. Ну, а я буду присутствовать и тоже, может, своим вдохновением, восторгом и, может, какими-то идеями вас поддерживать. Спасибо огромное, что я здесь могла присутствовать при этом чуде. Спасибо, нам очень приятно, что вы к нам сегодня присоединились. Это действительно было за какие-то несколько минут решено. Вот, и все не случайно в этой жизни. Господне неисповедимый. Да. Кто-то теряет, а кто-то находит. Да. И хризантемы, может, ты споешь под конец, как раз мы хотели. Да. Тогда это уже будет финал. Да. Все вместе Да. поем. Давайте. В том саду, где мы с вами встретились, ваш любимый куст хризантем расцвел, и в душе моей расцвело тогда чувство яркой, нежной любви. Отцвели уж давно хризантемы в саду, но любовь все живет в моем сердце больном. Опустел наш сад, вас давно уж нет, я брожу одна, вся измучена, и невольные слезы катятся пред увядшим кустом хризантем.
была в И нем. любовь Да. в сердце, да. Спасибо. Мгм. Любовь и музыка превыше Да, всего. да, это да. Спасибо большое.